С минуты молчания началась последняя в этом году сессия Госсовета Республики. Глава Коми выразил соболезнования родным и близким Нины Нестеровой. Депутата Госсовета, видного общественного деятеля, не стало сегодня ночью. По словам Сергея Гапликова, главная черта, которая отличала Нину Нестерову, это преданность своей республике и своим избирателям. Мы понесли невосполнимую утрату. Нина Санна очень глубоко чувствовала то, что было на самом деле важно, то, что чувствовал наш народ. Она была человеком из народа. Я скорблю вместе с родными и близкими, скорблю вместе с вами. Это тяжелейшая утрата для нас. Я хочу, чтобы память о Нине Александровне Нестеровой сохранилась в памяти нас, будущих поколений. Она могла бы сделать еще очень много полезного, важного и нужного для развития нашей республики. Свои соболезнования родным и близким парламентарии выразили не только глава, но и члены правительства региона, депутаты и работники аппарата Госсовета. Нине Нестеровой было всего 52 года. Внезапная кончина Нины Нестеровой стала шоком для многих жителей Коми. Нину Александровну знала едва ли не вся республика. В должности заместителя министра образования, а затем и депутата Госсовета, она часто бывала в муниципалитетах. Открытая, честная, приветливая, справедливая, работающая на результат. Так говорят о ней все, кто знал Нину Александровну. В должности председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Госсовета Коми она с 2015 года. Самые важные и серьезные вопросы проходили именно через нее. Один из последних – о проведении референдума по переносу столицы. То, что касается соответствия федеральному и региональному законодательству, никаких сомнений нет. Он соответствует. Мы на этом этапе только в этой части должны вынести постановление. О проблемах региона Нина Нестерова знала не понаслышке. Будучи депутатом Южного округа, жителями встречалась часто, выслушивала и понимала каждого. Старалась помочь решить любую проблему, заряжая сельчан своей решительностью и уверенностью. Создание такой региональной сети абсолютно возможно. Мы знаем, что есть поручение Сергея Анатольевича Гапликова, временно исполняющего обязанности главы Республики Коми, о том, чтобы такую сеть создать. И я думаю, что не нужно много на самом деле усилий для того, чтобы это сделать. Потому что практически в каждом районе уже база такая, она создана. Быть ближе к сельчанам, конечно, помогало знание коми-языка. Она всегда здоровалась и начинала разговор на коми. Нина Александровна родом из села Карткирос. На родине бывала часто и всегда принимала участие в конференциях коми-народа, на которых обсуждались самые актуальные для сельчан проблемы. Сельчане не ленятся, не ждут манны небесной. Есть проблема – решают на месте. Не обращаются в администрацию, к главе. У них огромное желание наладить жизнь, и все получается. Сердце радуется. Ее вклад в развитие родного языка огромен. Именно под ее руководством в столице Коми был открыт Центр инновационных языковых технологий при Академии госслужбы. Ее ректором Нина Александровна была 4 года. И за это время вуз вышел на международный уровень, расширил направление работы. Кроме, собственно, обучения студентов, Академия стала площадкой для подготовки кадрового потенциала Коми. Кроме того, она стояла у истоков регионоведения, молодежного движения Коми, поддерживала финно-угорские проекты. Нина Нестерова никогда не изменяла своим жизненным принципам, умела слышать и поддержать каждого. В феврале ей исполнилось бы всего 53 года.